Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 24 мая. Это у нас будет среда. И смотрим мы с вами все знаки зодиака по очереди. От Овнов до Рыбок. Я смотрю по 6 знаков в каждом видео. 2 видео у меня. Здесь смотрим от Овнов до Дев. Начинаем с Овнов. Овны первые. 24 мая. Среда. События дня. Покажите мне. Так, Овны, поехали, смотрим, что вам среда приготовила. Замочек сразу выпадает. Могут открыться какие-то секреты, тайны. Хорошие новости. Либо еще, смотрите, могла быть змея. Да, то есть, ну, я шарики видела, оставляю ей хорошие новости. Змея — это опасность. Солнышко — радость. Так, и проверяем горизонтали, вертикали. Сначала горизонтали я смотрю. Нет, теперь вертикали. Есть друг по вертикали. Общение с друзьями в этот день. Так, и здесь нет. У вас получается 4 события. Первое показывает, могут открыться какие-то тайны в этот день. Будут хорошие новости. Будет хорошее настроение. Ну да, то есть, возможно, это будет связано. И будет общение с друзьями. Ну, вот такой легкий, да, и простой день. Больше похож на выходной. Общение, новости. Ничего плохого. Благодарю за внимание. Перехожу я к Тельцам. Так, Тельцы. Двадцать 24 мая. Тельцы. События. Покажите мне среда. Угу, часики. Часики показывают, что у вас будет какая-то проблема со временем с утра. Например, не прозвонит будильник, неправильно рассчитали, выехали, не успели на работу или на встречу. То есть тут очень важно правильно будет распределить время. Перепроверить, может быть, допустим, назначено на одно время, да, встреча, а там что-то произошло, ее перенесли, вы не знали. То есть вот тут очень важно контролировать эти процессы. И больше ничего не показывает. Часто, если больше событий не выпадает, да, то есть нужно вот особое внимание уделить на тех, которых мало. Слезы, яблоко. Мешочек с деньгами. Ну, он чаще проигрывается как траты, чем поступление. Решение вопросов, ножницы. Слезы могут быть и радости, это не всегда печали. Это тоже вот как бы учитывайте. Метла, ссора может быть. Или метла — это еще наведение порядков. Якорь нельзя. И друг нельзя, потому что эти обе карты зафиксированы. Я ни одну, ни другую не могу переложить. Гости нельзя. И здесь нет. Значит, у вас получается 5 событий. Первое — это
проблема со временем в этот день, ссора, слезы, события, связанные с деньгами и решение какого-то вопроса. Так что, с одной стороны, да, есть хорошие события, а с другой стороны, есть как бы и предупреждение. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Так, близнецы. 24 мая. События дня. Дерево приглашения. Вас могут куда-то позвать в этот день. Череп, плохое самочувствие, болезнь. Тема также еще медицины, здоровья, то есть когда мы занимаемся здоровьем. Ага, конфликт. Рядышком. Мечи. Может быть, после конфликта, знаете, как состояние опустошенности такой, то есть, может быть, это будет не физическая болезнь, а душевная боль. Деловая встреча еще выпадает. Встреча, конфликт. Ну, я не буду привязывать, я буду вам называть отдельно, потому что у вас может по-своему у каждого проигрываться. Свидание тайное. Слезы. У вас тут прям события сыпятся и сыпятся. Флаг нельзя. Нерешенный вопрос также может быть в этот день. Опять же, понимаете, мне так и тянет соединить, да, то есть нерешенный вопрос на деловой встрече. Ну, опять же, да, то есть может пройти встреча удачно, а нерешенный вопрос будет в другом месте. Тут вот и так может быть по-разному. Кораблик нельзя. Удача на вашей стороне в этот день. Хотя, может быть, на первый взгляд кажется, что это не так, да, то есть судя там по конфликту, по нерешенному вопросу, ну, видимо, да, вот благодаря удаче эти ситуации смягчатся. Возможно, они были бы еще хуже. Так, а здесь нет, значит, смотрите, однозначно показывает, удача будет на вашей стороне, у вас будет приглашение, будет встреча, конфликт с кем-то, нерешенный вопрос, тайная встреча, слезы и тема здоровья и медицины тоже может проигрываться в этот день. Ну вот столько много событий и много предупреждений для вас, да, то есть чтобы вы были готовы к этим событиям. Ну или постарались их избежать. То есть мы же для этого делаем, да, расклад, чтобы их обходить стороной, да, то есть не попадать в эти события. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу я к ракам. Так, смотрим раки. 24 мая. Среда, события дня. Так, смотрим. Победа показывает флаг. Время. Будильник. Ну, будильник часто это опоздание, спешка. И у меня карты все время сыпались. Да, то есть, если они сыпятся, падают, тоже это часто показывает спешку. Когда мы куда-то бежим, торопимся, не успеваем.
колебания. Но опять же, да, то есть это выбор, думаю, успею, не успею, успею, не успею, да, то есть вот может так проиграться. Надежда. Надеюсь, сомневаюсь и надеюсь одномоментно. Свидание. Выбор. Да, то есть идти на свидание, не идти. Свечи и свидание может показывать романтический, да, какой-то ужин, романтическая такая встреча. Цыпленок. Цыпленок — это семья, дети, общение, или может еще показывать новое что-то. Вот, например, если у вас нету еще семьи, детей, то для вас это может быть какое-то новое место, новый человек, первое свидание, да, например, цыпленок. То есть вы с этим еще не сталкивались. Исполнение желания. Может быть, что-то себе купите новенькое, о чем давно мечтали. Домик. Домик показывает событие, какой-то праздник в этот день. Еще тоже вот у меня такое ощущение, что вы как будто будете стоять перед выбором, куда пойти. На событие, например, день рождения у бабушки, да, то есть семья, там где будет вся семья. Или на свидание, да, то есть пойти там на какую-то приятную встречу, больше связанную с личной жизнью, да, то есть и тут вот, возможно, вы будете стоять перед выбором в этот день. Угу, так, ключ нельзя, больше вроде бы не вижу. Смотрим. Горизонтали. Замок нельзя. Подарочек. Ну, точно на какое-то мероприятие у вас тут будет, где подарки надо дарить или получать. И здесь нет, значит, смотрите, что показывает. Показывает у вас в этот день какую-то победу, результат хороший, но это больше связано с работой, там, с делами. Дальше показывает, что у вас будет событие, праздник, скорее всего, на определенное время вам надо будет куда-то попасть. Будет выбор, колебания, будет надежда, приятная встреча, исполнение желания, подарки и семейная, да, то есть вся семья в сборе может быть по цыпленку. Ну вот, такой день у вас интересный будет в среду. Благодарю за внимание и перехожу дальше к львам. Львы. Двадцать 24 мая. События дня для львов. Приглашение. Замочек. Узнайте какую-то тайну. Приятная встреча, свидание может быть. Тайная. Тайная может говорить о том, что вы пока не знаете об этой встрече, свидании, которая готовится для вас. Или в тайне пойдете, например, никому не скажете, что пошли. Так, деловой разговор, бабочка. Неприятность. И здесь нет, значит, получается у вас 6 событий.
предупреждает о том, что может быть неприятность в этот день. Ну, кстати, рядом, видите, замок выпадает. Да, то есть замок, возможно, не знаю, какая-то проблема. Не можете открыть дверь, закрыть дверь, пароль забыли, да, то есть нужно куда-то зайти через пароль или код. То есть вот замок, закрыто что-то. И это не закрыт проезд, да, например, едете на работу и перекрыли дорогу, там ремонтируют или еще что-то, или пробка, или авария, да, то есть и вот проблема. Поэтому будет неприятность какая-то с утра. Неприятность, потом откроется какой-то секрет, либо будет что-то закрыто. Приглашение вы можете получить, да, и будет также свидание, может быть таким вот тайным каким-то, и может быть еще деловой разговор в этот день. Ну вот такие события для вас на среду. Благодарю за внимание, перехожу к девам. Девы, 24 мая, среда. События дня для дев. Солнышко радость показывает, вы будете довольны в среду. Хорошее настроение, может быть, хорошее самочувствие. Верность. Гармоничные отношения в паре. Еще иногда показывает события в паре. Новость. Деньги. Но здесь больше это расходы, да, то есть траты, мешочек, чем поступления. Горизонтали, вертикали нет. Значит, у вас получится 4 события. Первое показывает, у вас будет хорошее настроение в этот день, у вас будут гармоничные отношения. Если пары нет, может быть, будет знакомство, да, то есть обретение своей пары. Дальше новость и какие-то финансовые вопросы. Покупки, расходы, переводы, то есть вот так еще может быть. Ну, вот такой простой обычный день, да, то есть без какого-то негатива. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку, как всегда, я оставляю для вас под видео внизу в описании. Нажимаете, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.